Наша делегация из Бежбулякского района. Мы хотим представить вам свой проект, социальный проект «Живи, родник, живи». Целью нашего проекта является то, что мы хотим привлечь молодежь. В первую очередь это школьники, активная молодежь, также население нашего села, чтобы привить к ним любовь к окружающей среде, любовь к малой родине в первую очередь, и привлечь их к мероприятиям, которые мы будем проводить в рамках нашего проекта. В первую очередь наш проект направлен на то, что мы хотим благоустроить наш родник, который расположен в нашем селе Аитово, в Бежбулякском районе. Этот родник является для нас местом силы. С давних времен это так. У этого родника начиналась жизнь у семейных пар, у людей, которые живут в нашем селе. Во время войны матери, вся семья отправляла людей, своих сыновей, отцов на войну именно у берегов этого родника. Сейчас наш проект уже начал свою реализацию. У нас нашелся спонсор, который помог нам начать. Вот вы видите проект, который мы нарисовали, и каким хотим мы видеть наш родник. То есть благоустроить его, и каким он был раньше. Мы начали реализацию. Можно вернуть? Вот мы планируем огородить, во-первых, начало родника, исток, сделать красивую лестницу, беседку, потому что у нас очень много молодежи и очень мало мест, где молодежь может провести время или просто отдохнуть. Именно вот, как я сказала, родник — это место силы, это очень важное место для нас, и поэтому мы хотим сделать это очень красиво, и чтобы молодежь не забывала вот эту ценность нашего района. Каждый год у нас проводятся субботники, в основном в этом участвуют школьники. Мы хотим, чтобы школьники добровольно участвовали во всех этих акциях, мероприятиях. Мы запланировали около 20 мероприятий ежегодно проводить, чтобы привлечь внимание школьников и активной молодежи, сохранять природу, любить свою малую родину и заботиться о ней. Вот так начиналась работа. И молодежь и взрослые участие активно принимают? Да. Все население нашего села, они решили помочь нам. Они поняли, что это действительно важно, и что этот проект имеет значение и очень ценен для нас всех. И вот многие люди пришли нам помочь реализовать наш проект. Вот сейчас родник выглядит вот так. И у нас уже есть маленький домик. То есть это даже не домик, это сооружение, которое закрывает истоки. И красивый мост. Также это место уже имеет популярность, хочу заметить. Молодожены, которые устраивают свадьбу, они приходят уже сюда и фотографируются, потому что это очень красивое место уже у нас популярное. Вот так сейчас это выглядит. Мы хотим получить грант, потому что мы хотим это дальше обустроить, потому что мы это начали, но мы это не закончили, и мы хотим намного больше, что мы уже получили. Вообще молодцы. Ну что, все, ремонт вышел, наверное. Да, спасибо большое за внимание. Спасибо. Поставьте, пожалуйста, где проект нарисован. Нарисованный, да. Ну, во-первых, очень большие молодцы, что у себя на территории, там, где живете, там вы хотите облагораживать территорию именно возле себя. Не витаете в облаках, где-то там красиво сделать, где-то там что-то, а именно возле себя. И это очень круто, наверное, про это больше потом Тимур скажет. По поводу партнерства. Ну, вопросы по смете.
И по календарному плану у меня есть, как эксперт смотреть, да, монитор, процессор, принтер, бумага, для того, чтобы у вас на селе раздавать листовки? Нет. А, Как я уже сказала, мы запланировали очень много мероприятий, и в первую очередь мы хотим привлечь молодежь, привлечь школьников. Для этого нам нужно проводить мероприятия, акции, с помощью которых мы можем привить им любовь к природе. Чтобы они не просто пошли на акцию, потому что этого сказали взрослые или там классный руководитель, чтобы они сами этого захотели, чтобы они захотели убрать мусор, который оставляют другие люди или сами школьники, чтобы они держали в чистоте нашу малую родину и такие ценности, которые нам прививали с детства. А зачем здесь процессор, монитор? ТикТок? Нет, Спасибо, мы спасибо. хотим, потому что вот какие-то проекты пишем, тоже нужна бумага, чтобы выступать перед детьми, что-то им показывать, презентации делать нам. То есть у вас, получается, этого нет сейчас? У партнеров ваших, например? Нет. Ага. Так, ну и по календарному плану здесь по показателям результативности, да, хорошо, но не везде. То есть можно получше прописать вот именно конечный результат каждого пункта по плану. Давайте я скажу. В общем, огромное спасибо, большой молодец. Меня слышно, нет? Раз. Вообще я уже плотно, довольно давно этим занимаюсь. Я являюсь членом Координационного совета Приднестровья Российской Федерации по вовлечению молодежи и развитию добровольчества и развитию территорий. Поэтому то, что вы сказали, это идеальный пример, когда вы, там я видел метод соучаствующего проектирования, то есть вы прошлись, сделали опрос жителей, да, провели общение с жителями и нарисовали вот так красиво, ручкой, значит, свой проект. Я в этом проекте не вижу только урн, вот, как минимум, да, ну вот, наверное, уж там понятно, что это само собой разумеется, вот, и вы молодцы, что сохранили дерево, которое есть, не стали рубить, а многие рубят и сажают что-то, да. Плюс Ратник — это действительно место силы, и они еще назвали НКЛР Чешмяцы. То есть, прикинь, это, да, это настолько, вот прям по плану существует конкретная методика вовлечения жителей, вот. Если нужна будет помощь наша, мы, конечно, поможем. Тут у вас пока все грамотно сделано, вы, я так понимаю, нуждаетесь в деньгах. Мой совет, есть федеральный проект «Чистый Ратник». Я могу ошибаться, как это называется, но потому что здесь нет интернета. Но по приезду в Уфу я, конечно, посмотрю. Вот туда можно подать вот эти суммы, там могут вам выделить и значит, под 10 миллионов рублей, то есть это как бы огромный фонд. Вот. И это обязательно нужно будет подавать, конечно, администрации города, а вам, как активной жительнице, молодой, можно помочь в этом, значит, в том числе в работе вот с населением, когда вы делаете опрос. Вот все, что вы сейчас сделали, это можно просто прикрепить, как уже проделана работа. Они увидят и, значит, софинансирование, и участие жителей, и участие, там я видел 50 тысяч, да, 436 тысяч. Вот. А все остальное вы можете попросить уже вот, в рамках федерального проекта. Это реально. Есть федеральный проект, федеральный конкурс, всероссийский конкурс «Малые города исторического поселения». Но тут у вас там 400 человек живет в селе. Нет, 400 человек — это люди, которые уже готовы нам помогать. Это школьники. То есть это уже некое сообщество ребят, да, которые как бы точно вовлеклись в этот процесс и готовы. А сколько проживает? Больше 1000. Больше 1000. Ну, там нужно посмотреть регламент. Если это все подходит под конкурс «Малые города исторических поселений», тоже можно подать. Плюс есть федеральный проект «Комфортная городская среда». То есть очень много всего. Можно это делать. Шамазов Кайрат Мендадович, бывший ректор УГНТУ, как раз занимается проектом «Чистый Ратник». Через него мы можем это вот тоже реализовать, как-то постараться. Ну и депутаты, наверное, Курултая, закрепленные за этим округом, может быть, Госдумы, должны, наверное, тоже помочь в каких-то сопроводительных письмах, наверное, ну не знаю, как это делается, да? Вот. Значит, что еще хотел прокомментировать? Так. Ну, соцсети вы активнее привлекаете. У нас есть ВКонтакте и Инстаграм, и мы проводим там опросы. Есть и Бишбулякские ВКонтакте группа, и вот отдельно нашего села этого. У нас там население действительно активное, не только молодежь на самом деле, пожилые люди тоже используют соцсети.
И они активно голосуют, и мы видим, что им это интересно, они этого хотят, и они готовы помочь нам. Ну и соцсеть это такой инструмент хороший, да, когда ребята из других районов республики, ну не только республики, могут увидеть ваш опыт. Потому что очень много людей, которые сидят на диване ровно, да, спокойно, и говорят, все плохо, все плохо. А если будет больше примеров, когда люди сами встали, пошли, нарисовали, нашли людей, опрос сделали, да, то вот нам надо переворачивать все вокруг нас именно в позитивную сторону, в сторону содействия, созидания, да, вот таких хороших Как примеров. раз вот я показывала фотографии, где идет строительство, там как раз большинство людей это добровольцы нашего села, люди, которые, не знаю, на отпуске или на работе, но они нашли свободное время, чтобы помочь нам реализовать этот проект. Так, значит, совет. Вот все, что вы сказали, все, что касается строительства, мне не кажется, что ни одна там Таврида и все российские молодежные грантовые форумы дадут вам деньги на это, потому что здесь имеете забор, там, значит, какие-то строительные материалы, фонарь и так далее. Поэтому это нужно упаковывать под федеральный проект «Чистый родник». Я уточню, как это называется. Вам помогу, мы с вами как бы обменяемся там контактами. Но вы сказали, что там проведете чуть ли там не 18 мероприятий. Вот эти мероприятия, они уже такие, наверное, событийные. Вот на эти мероприятия можете написать другой проект, что и все, что здесь есть, вот эти картинки, ваш процесс строительства, вы можете просто как предысторию, что вот есть родник, мы всем селом, значит, все активные жители объединились, мы провели то, мы провели это и восстановили. Идет процесс восстановления. И сейчас мы хотим там событийные мероприятия. Вот первый там проект мероприятий состоит из 4 разных, ну, программа мероприятий состоит из 4 мероприятий, да. Первая такая, вторая такая, третья такая, четвертая такая. И вот на проведение уже, на организацию этого можно попросить деньги. Вот этот проект, он зайдет хорошо во все всероссийские форум-компании. Как опыт работы вы отлично подходите под проект «Добровольцы России». Там есть «Вокруг меня» называется, как называется? Направление, да. И мне кажется, как бы это очень достойно презентовать Башкортостан, сказать, вот у нас есть такие ребята, которые меняют вокруг себя территорию, не ждут ни от кого, сами реализуют проекты такие. Молодец. Молодцы вообще. Вы где-то работаете, учитесь? Я учусь Где? в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете. Какой курс? 2-й закончила. Ты же по съемку поступил? Ну ладно, это не важно. Следующий вопрос. Смотрите, это проект, то есть как вы работаете с сельским поселением? Мы сначала... Как взаимодействие ваше? Через социальные сети также мы побывали в школе, мы написали, конечно, мы проводили конкурсы рисунков, каким вот дети сами хотят видеть этот родник. Нет, вот как вы работаете с сельским поселением, как у вас взаимоотношения? Вообще я была активной молодежью. Нет, не ваше личное, вот, в частности в данном проекте. Мы каждый год проводим, во-первых, очистку, вообще во многих территориях, но... Да, следующий вопрос. Вот то, что вот навес у нас построили, то, что вот кованые ворота построили, это вы сделали или сельсовет сделал? Это на деньги спонсора, который у нас уже нашелся спонсор, который оплатил Кто привлекает какую эти деньги? часть. Кто привлекает эти деньги? Сельский совет. Сельский совет. То есть, по большому счету, это проект сельского поселения. Ну, сельская, да, можно сказать, да, молодежи и сельское Да, поселение. я вот почему спрашиваю. Здесь вот об этом надо говорить, ладно? Откуда эта идея идет, почему это идет, для чего? То есть это не для того, чтобы показать не свою причастность, да, а для того, чтобы показать, вот мы все вместе совместными усилиями это мы делаем. Сельсовет свою долю вносит, а мы свою долю вносим. Население свою долю вносит. Вот у нас такой общий проект. Вот как предыдущий эксперт сказал, так ведь на раз молодежи не дадут деньги на строительство заборов там, и так далее, и так далее. Дадут на какие-то вот интересные проекты в этой части, на какие-то интересные мероприятия. Может быть, не знаю, там, не знаю, какой-то детский праздник организовать, может быть, там Николаевский суд. Ну, я не знаю, но это подумать надо. Сейчас в голову что-то не идет, но здесь у нас как получается, да, здесь население кушает слона по частям, то есть вот сюда отправил, туда отправил. И здесь вот, если вы конкретно хотите помочь сельскому поселению, чтобы вот это сделалось,
У сельских поселений на самом деле и так и много забот и работы, им просто нету времени сидеть, изучать, где какие гранты есть, да, вот в частности в этом, где какие вот, чистый родник, да, вот вы говорите, да, проект есть, да, где можно деньги. У него времени нету на это. Вы поищите, изучите, вот, где, в каких конкурсах федеральных, республиканских можно принять участие. Может, это будет программа по ПМИ. Мне кажется, здесь реально вот эта тема зайдет. Если у вас есть поддержка спонсоров, поддержка населения, по ПМИ 1 000 000 рублей, пожалуйста, дадут. Если вы и сельсовет это организует. Но здесь должна быть работа самого сельского поселения. А вы должны им это как-то посодействовать, то есть посмотреть. По ПМИ они это однозначно это знают. Слышал, нет про это? Нет? Это поддержка местных инициатив. То есть там идет софинансирование от населения, от спонсора, сельское поселение какую-то часть денег дает, а остальное дает банк. Просто так деньги. Это программа. В большей степени, если ты хочешь реализовать этот проект, наверное, скорее всего, сельское поселение именно в таком русле нам помочь. То, что ты приехал с удовольствием, это очень клево, потому что это хороший опыт показать. Да. Что бы еще хотел сказать? Вот по поводу сметы. Вот принтер, там, сканер, а вот этот процессор, монитор, здесь он нафиг не нужен. То есть любому эксперту, как бы ты это доказал, он поймет, что здесь он не нужен. Тем более, если вы работаете в сельском поселении, что у сельского поселения нету принтера, что ли? Ну вот, где еще свет? Либо им нужен, да? Да. Либо это нужно сельскому поселению. Чтобы не работать не конкретно для данного проекта, а чтобы в общем для своих нужд использовать. Поэтому вот по смете нужно поработать. И, наверное, говорить прямо как есть. Вот даже вот с аниматорами вопрос был. Так вот, мы говорим, да, вот прямо скажите то, что мы хотим готовить аниматора. Здесь то же самое, да, вот у нас общая цель есть, вот сельсовет, мы, волонтеры, хотим благоустроить. Сельсовет вот это делает, да, часть, а вот это мы хотим делать. Просто молодежь, помогите нам, да, или там другие. По этому поводу еще что хочу сказать. Всякие из этого сельского поселения есть знаменитые выходцы. Как на уровне республики, Уважаемые участники России. двух площадок, Написать письмо поддержки некоторым крупным бизнесменам скинут 50 000 рублей. все собираемся возле главной сцены. Трудно Через не 10 составить. минут на главной Просто сцене мы напишите начнем список панельную известных дискуссию, выходцев с поэтому этой все деревни или с участники этого собираемся возле главной Да, вот сцены. они вот и есть, да, спонсоры, ну замечательно. Участники, которые Как один из находятся на механизмов, площадке, как шатер сделать номер это 1 и шатер номер 2, 3. Все собираемся возле главной сцены. Вот такие рекомендации. Спасибо большое, да, коллег. Спасибо. Классный проект. Да.